21 июля 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года. В целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека были определены следующие национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года. Сохранение населения, здоровья и благополучия людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный эффективный труд и успешное предпринимательство, цифровая информация. О том, какие показатели будут характеризовать национальные цели как достигнутые, разберемся подробнее. В рамках национальной цели сохранения населения, здоровья и благополучия людей определены следующие показатели: обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, снижение уровня бедности в 2 раза по сравнению с показателем 2017 года, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%. В рамках национальной цели возможности для самореализации и развития талантов. Вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза по сравнению с показателем 2019 года. В рамках национальной цели комфортная и безопасная среда для жизни. Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объемов жилищного строительства не менее чем до 120 квадратных метров в год. Улучшение качества городской среды в 1,5 раза. Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям на уровне не менее 85%. Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100% и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в 2 раза. Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в 2 раза. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологического оздоровления водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое. В рамках национальной цели достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство. Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности. Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции. Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 миллионов человек. В рамках национальной цели цифровая трансформация, достижение цифровой зрелости ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления. Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%. Рост доли домохозяйств, в котором обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной
сети интернет до 97%. Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в 4 раза по сравнению с показателем 2019 года. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.